Это финал национальной технической олимпиады, а значит, здесь только сильнейшие умы. Ежегодно более 90 тысяч школьников со всей России и стран ближнего зарубежья борются за первое место. Но до этого этапа доходят немногие. Каждый год НТО, а ранее Олимпиаду кружкового движения НТИ, проводят профессиональные испытания. Всего было 7 площадок для проведения финала, наша последняя. Соревнования проходят параллельно в нескольких помещениях Башкирской республиканской гимназии-интернате номер 1 имени Рами Гарипова. Сюда съехались ребята из близлежащих регионов, сформировали группы и стали работать вместе. Какой у вас проект? У нас с командой проект про возможные варианты использования вторичных отходов. Мы рассказываем про устройство, которое способно перерабатывать пластик и делать из отходов гранулят. А расскажи про свою команду. У нас в команде 3 человека. Это я, Катя и Ваня. Мы до этого не были знакомы, и это стало толчком для развития нашего общения. В команде у нас различные роли. Каждой команде были предоставлены необходимые материалы и ресурсы для работы, а также необходимая помощь в спорных вопросах. Задания финала предполагают наличие таких навыков, как владение основами программирования и 3D-моделирования, знакомство с электроникой и схемотехникой. После тщательной подготовки своих проектов юные инженеры представляют их перед комиссией, которая решает, кто из них справился лучше всех. В каждой номинации есть свои проверяющие. Кать, расскажи, а почему ты решила участвовать в Олимпиаде? Я в Олимпиаде НТИ и НТО участвую уже второй раз. В прошлый раз я участвовала в номинации «Роботы». В этот раз я решила попробовать что-то новое и принять участие в данной номинации. В этом году в состязаниях между 5 и 7 классами ребята соревновались в 5 номинациях. Технологии для виртуального мира. Ребятам нужно создать собственную компьютерную игру для развития образования. Технологии для космоса. Задание предоставлено в игровой форме. Участникам приходится расшифровывать сообщения пришельцев. Технологии для мира роботов. Финалистам необходимо собрать робота-спасателя. Технологии для среды обитания. Как использовать пластик вторично. И технологии для человека. Команде необходимо создать виртуального ассистента для школьника, чтобы выбрать интересное хобби. Изо всех сил ребята стараются стать победителями в своей номинации, а их здесь немало. Кто же станет лучшим из лучших? Полина Исупова, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.